Як ви заўважылі сувязь усіх трох кампаніяў, якія з'яўляюцца ўласнікамі, маюць здолі у гэтых універсітэцкіх традыцыях з Дмітрием Лукашенком? Ну, когда мы, собственно, поняли, что за компанией «Университетские традиции» стоит президентский спортивный клуб, бессменным руководителем которого больше 20 лет уже является сам Дмитрий Лукашенко, ну, как-то выводы, что, скорее всего, остальные компании тоже могут быть каким-то образом через аффилированные лица, связаны непосредственно там с Дмитрием Лукашенко или ПСК. И, собственно, так и оказалось, журналистская чуйка никогда не подводит, когда дело касается бизнеса семьи Лукашенко. Угу. Таксама цікава, чаму толькі 3 універсітэты было звязанае з гэтым бізнесам? Сложно, честно говоря, сказать. Я знаю, что помимо вот БГУИРа, БГМУ и БНТУ еще открывались подобные проекты, запускались, например, в БГУ. У них тоже есть свой студенческий магазин. Вот, но, судя по всему, конкретно эти структуры отношения к нему не имеют, и это был проект каких-то других компаний, не связанных с Дмитрием Лукашенко. Ну, в целом, хотелось бы отметить, что на самом деле идея классная. Взяли какой-то опыт там европейских крутых университетов, да, очевидно, вдохновлялись Оксфордом, хотели приодеть белорусских студентов там в униформу своих альма-матер, но нужно понимать, что у БНТУ, при всем моем уважении, конечно же, не Оксфорд и не Гарвард, и студенты там тоже не готовы тратить деньги на вот этот аутфит. Ці это была адна з прычынаў, на вашу думку, па якой гэты бізнес абанкроціўся, можна сказаць, бо цяпер 6 000 рублёў фактычна выручка складае. Так увогуле незразумела, ці гэтая фірма здольная плаціць падаткі і нармальна функцыянаваць. Ну, на самом деле сложно сказать, потому что пик как бы продаж, скажем так, пришелся на более ранние годы, за которые у нас не удалось раздобыть какой-то финансовой отчетности для того, чтобы посмотреть, как в тот период происходили дела. Но думаю, что, скорее всего, как обычно, пострадала вот эта концепция за счет неграмотной реализации, потому что, как показывает практика, вот эти все белорусские функционеры и чиновники, они не умеют строить бизнес, да, они умеют зарабатывать деньги на всяких мутных схемках, там, реэкспорте, ну вот все, что касается какого-то нелегального бизнеса, да, вот в этом они мастера и профи. Но если мы говорим про обычную какую-то классическую коммерцию, рыночную экономику, то как бы навыки этих людей здесь неприменимы. И это здесь самый яркий пример. Ксения, але при гэтым, ну, як бы руки попросту опадают, когда думаешь про то, что як семья Лукашенко, которая по сутнасці валодае Беларусью, может взять что за угодно, где за угодно, калі чагосьці не хопіць з бюджета узять, и каб у іх штосьці фінансава было не атрымалася, ну такое уявіць цяжка. Гэты ці з вашых расследаванняў, магчыма, вы сутыкаліся з яшчэ непаспяховымі бізнес-праектамі сям'і Лукашенко, альбо гэта такі, ну, можна сказаць, уникальный выпадок? Нет, это совершенно не уникальный пример. Есть еще несколько, я думаю, примеров. Я сейчас вот детально не вспомню, но это не единичный случай. Но тут нужно понимать в том, что если мы говорим про рядового бизнесмена, да, рядового белоруса, который пытается строить свое дело и свой бизнес, да, он вкладывает там какие-то свои сбережения или он берет кредиты, да, и для него прогореть бизнес, когда банкротится, но это смерти подобно, да. Когда мы говорим про бизнес семьи Лукашенко, нужно понимать, что у этих людей есть ресурсы, и объем этих ресурсов — это, по сути, весь бюджет страны, да, и когда у тебя там один бизнес не выгорел, да, это не какие-то существенные потери. Здесь ты потерял, в другом месте ты заработал там x20, да, и, ну, как бы они могут себе позволить, да, вот здесь попробовать, не получилось, окей, идем дальше, да, но это неприменимо к людям другого порядка, да, к обычным белорусам, которым вот эта опция недоступна. Ксения, послухайте, а я вот так лагічна про гэта ўсё думаю, спрабую разобраться. На вашу думку, а які сэнс ввогуле тады сям'і Лукашэнкі займацца бізнесам самім, калі яны не ўмеюць, не атрымліваецца ў іх, замест таго, што ў іх добра атрымліваецца? Гэта папросту стрыгчы бізнесоўцаў, у якіх атрымліваецца працаваць.
Есть у вас Ну, не некая всегда же версия? во всех бизнесах напрямую как бы вообще завязана семья, да. Очень часто, когда в бизнесах, которые есть приметы, что они связаны с семьей, да, там есть какие-то номиналы, аффилированные лица, доверенные люди и так далее. Понятно, что как бы такие персонали, они дают указатель на то, что, скорее всего, этот бизнес может иметь отношение там к семье Лукашенко, да, но там на 100% чаще всего где-то мы утверждать не можем, да, потому что все-таки как бы, ну, это все равно в меньшей степени автономные единицы, да, и они тоже могут там как-то попробовать в бизнес, да. Но в целом, если мы говорим, например, там про какие-то вот мелкие проекты, да, вот как вот этот вот мерч для белорусских вузов, да, нужно понимать, что он, в принципе, как бы от того, что он убыточный, это им не холодно, не жарко, потому что и вложения глобально там были не сильно существенные, да, но если мы говорим про какие-то крупные предприятия, да, например, там товаропроводящую сеть БелАЗа, которую тоже контролирует, например, Дмитрий Лукашенко, то там, конечно же, не будет никаких убытков, они там все супер делают, там многомиллионные прибыли, освобождение от НДС, от подоходного налога, там от налога на прибыль, то есть там у них все красиво. И вот этим вот они умеют заниматься. И, ну, есть как бы другие там примеры успешного относительно бизнеса там семьи, но не крупного, да, например, у Виктора Лукашенко есть там свои рестораны, там тот же Лебяжий, который привлекает всю там эту а-ля белорусскую элиту в виде чиновников, там каких-то блогеров и так далее. Ну, сказать, что это предприятие убыточное, ну, довольно сложно. Посмотреть невозможно, потому что данные по этому бизнесу скрыты, как и большинство бизнесов, связанных с Виктором Лукашенко, они не предоставляют какой-то финансовой отчетности, да, но можно предположить, что ресторан, который как бы такими мытарствами, да, там построили, и на протяжении там более 10 лет там полная заполняемость, люди играют там свадьбы, ну, наверное, как бы можно говорить о том, что, скорее всего, он каким-то образом функционирует, и если не окупается, то как минимум как бы не убыточен. Я б хацела яшчэ вярнуцца да вашага расследавання пра мэрч для студэнтаў і можа больш закрануць асобу Яўгенія Кукушкіна, чалавека, доля кампаніі якога належыць да універсітэцкіх традыцый. Цікава, што гэты чалавек з судзімасцю за спробу прадаць дзяржаўную таямніцу расійскім бізнэсоўцам. Ён лёгка пазней змог вярнуцца ў бізнес і ў спорт і ну, таксама атрымаў за гэтае злачынства, за гэта абвінавачанне умоўны тэрмін, а не рэальны. Чаму менавіта гэты чалавек, на вашу думку, мог стаць бізнес-партнёрам Дмітрыя Лукашэнкі? Ну, здесь на самом деле еще важный нюанс с этим делом. Вот эти российские бизнесмены, это Кукушкин думал, что он продает бизнес, там какие-то там данные российским бизнесменам. Насколько стало потом известно из российской прессы, на самом деле это была такая операция КГБ, специальная операция, вот, и они, видимо, хотели как-то проверить его на чистоплотность, на добросовестность. Человек занимает как бы достаточно серьезную чиновничью должность при Совете Министров, да, и ну вот он, собственно, не выдержал испытания вот этим вот златом, да. Но, тем не менее, да, он действительно отделался уголовным, не реальным уголовным сроком, а условным, притом там с испытательным сроком, который, когда закончился, ему, собственно, вообще эту условку аннулировали, да, то есть как бы судимость погашена. Почему вообще он мог выбраться и почему он оказался вот снова в спорте, да, в хоккее и в бизнесе Дмитрия Лукашенко? Ну, во-первых, есть такая, конечно, вероятность, можно и допустить, что либо сам Дмитрий Лукашенко, либо кто-то там из его топ-менеджеров или близких ему там людей, бизнесменов, чиновников, да, мог как бы пролоббировать интересы этого Кукушкина, да, что значит, как бы парня надо вытащить. А второй вероятный вариант еще может заключаться в том, что помимо какой-то крыши, да, в принципе, такие люди для режима, они суперудобные, да, потому что ими легко манипулировать. На них есть компромат, на них уже есть папка там с абсолютно лайтовым уголовным делом, которое должно было перерасти в большой серьезный срок. Это продажа государственной военной тайны, да. И такими людьми очень просто управлять, и при любой возможности напоминать, что, значит, у нас есть на тебя папочка, у нас на тебя есть дело, и если ты сейчас там будешь как бы возникать и делать что-то не то, как нам нравится, то как бы, ну, вернешься туда, откуда мы тебя привели. И, ну, это не совершенно, этот Кукушкин, это не единственный пример того, как режим вот занимается вот этим системным шантажом белорусских граждан, вне зависимости там от их положения и принадлежности к чиновникам там или к рядовым белорусам.
Мгм. Таксама цікава, вы ў сваём расследаванні згадвалі, што Кукушкін старшыня рады ў аматарскай хакейнай камандзе «Шчыт», і ў 25-м годзе ён працаваў там як трэнер на чвэрць стаўкі і зарабляў 0,25, так. так, 1860 беларускіх рублёў за такую невялікую колькасць гадзін. Адкуль, на вашу думку, у гэтага аматарскага хакейнага клубу такія могуць быць грошы за гэтыя заробкі? Ну, если это общественное объединение, а любительский хоккейный клуб «Щит» — это общественное объединение, вероятно, деньги там проводятся по статье какой-нибудь из разряда там «спонсорская помощь», да. Ну, к счастью, история знает много случаев, когда в тот же президентский спортивный клуб, да, вот эта спонсорская помощь выделялась в качестве, ну, как бы таких легализованных откатов, да. Поэтому, ну, скорее всего, оттуда. Мгм. У мяне таксама яшчэ пытанне, там яшчэ згадвалася жаночая каманда, таксама пантэры. Чаму з ёй не атрымалася? Чаму яна праіснавала там 3 года, здаецца, толькі? Што там не атрымалася? Ну, там не получилось, насколько я поняла, найти финансирование. Кукушкин там был генеральным директором или там главным тренером, вот. И это была единственная женская хоккейная команда в Беларуси, да, и, ну, как бы такое ноу-хау, если учесть, что это начало десятых годов, я так понимаю, что как бы комитеты, которые отвечают за выделение денег там на различные спортивные организации, просто, судя по интервью Кукушкина, их не дали, видимо, потому что женский хоккей в Беларуси в начале десятых, может быть, это было очень смело, может быть, просто не видели смысла как бы тратить, ну, какие-то государственные, в том числе, средства на поддержание вот этой вот концепции. Ксенія, таксама пытанне, ці ўсё ўвайшло ў вашае расследаванне, вся інфармацыя, якую вы накапалі, альбо штосьці засталося, тому што, ну, самі ж ведаеце, як у журналістаў бывае, 20% ідзе ў матэрыял, а 80% інфармацыі застаецца, магчыма, новае расследаванне з гэтага будзе, ці штосьці яшчэ ёсць, чым можам падзяліцца ўжо цяпер з гледачамі. Ну да, на самом деле так оно чаще всего и бывает, потому что часть информации не входит, потому что она не особо значительная, часть информации не входит, потому что ее нельзя разглашать или ее невозможно проверить, вот, а часть просто придерживается на потом. С этим расследованием ровно такая же история. Буквально через пару недель, я думаю, опубликуем продолжение. Мгм. Ці будзе нейкая інфармацыя пра тое, як уваходзіў Дмітрый Лукашенко са сваім праектам у беларускія ВНУ, бо вы самі адзначылі, што неблагая ідэя, не думаю, што толькі аднаму яму яна належала, ці быў нейкі тэндэр агалошаны на гэта, увогуле, як было дамовіцца з універсітэтамі па памяшканнях, напрыклад, у якіх яны працавалі, прадавалі прадукцыю, ці ведаеце нешта на гэты конт? Я, если честно, на этот счет ничего не знаю, но я думаю, что несложно догадаться, что если у тебя компания, в которой присутствует непосредственно как акционер Дмитрий Лукашенко, да, то, я думаю, это не такая проблематичная задача договориться о помещении или договориться о том, чтобы пролоббировать свою идею. Вот яркий пример. У Дмитрия Лукашенко есть частное юрлицо, которое называется «Первая образцовая типография». Она занимается, ну, собственно, печатью типографии, да, там различные там опечатывают коробки, какие-то там, не знаю, этикетки, может быть, на бутылке, ну, что-то в таком формате, да, и вот, как выяснилось, почему-то многие государственные предприятия, которые сотрудничают с этой первой образцовой типографией, они почему-то, директора этих заводов и предприятий, они не могут по какой-то причине отказаться от этого сотрудничества с первой образцовой типографией, ну, не потому, что им очень хочется там заказывать там дороже у компании Дмитрия Лукашенко, а потому что физически это сделать невозможно, потому что это повлечет определенные последствия, да. И я думаю, что вот примерно по такому же принципу решаются абсолютно все вопросы, где участвует кто-то из членов семьи. Они же как-то смогли, ну, повлиять на Министерство юстиции, на единый государственный регистр юридических лиц индивидуальных предпринимателей, чтобы ну, в свободном доступе больше не было информации о том, там, кто теперь владеет фирмой, которой владел сын Виктора Лукашенко, да, или там сколько теперь зарабатывает фирмы Людмилы Неронской, которые связаны непосредственно вот с кланом Виктора Лукашенко. Но они же как-то смогли повлиять, а это, между прочим, целое министерство. Ну неужели вы думаете, что
что они не смогут договориться с несчастным БНТУ там или БГУИРом. Ну, гэта Власне, гэта і не- сведчыць пра некая карупцыю. магія папросту.